26 по 28 августа в Сибае проходил межрегиональный форум Международного союза общественных объединений «Всемирный Курултай-Башкир». Программа мероприятий получилась довольно обширной. Перед пленарным заседанием однопартийцы из «Единой России» провели общее собрание в здании детского театра «Сулпан», где обсуждались вопросы подготовки к выборам, оценивались результаты работы и были выслушаны вопросы и предложения участников собрания. В частности, кандидату на предстоящих выборах от «Единой России» Зарифу Байгускарову был задан вопрос относительно срока окончания экономического кризиса в России. По словам депутата, на данный момент сложно спрогнозировать и представить конкретные сроки окончания кризиса, однако данная ситуация не является оправданием, и даже в это время можно работать и добиваться определенных успехов. Избирательная кампания входит в самую активную свою фазу, и, конечно же, поэтому мы выезжаем в районы, города, встречаемся с местным активом. Сегодня мы находимся в городе Сибай, где прошла встреча с активом местного отделения города Сибая. На встрече были секретари первичных отделений, были члены местного политсовета, а также кандидаты, выдвинутые в городской совет от нашей партии. Мы обсудили все текущие наши задачи. Конечно, задача это одна – успешное проведение избирательной кампании. И мы заострили внимание именно на этой тематике и обсудили те вопросы, которые возникают в рамках ведения агитационной кампании. Далее в программе мероприятия значилось проведение пленарного заседания «Всемирный Курултай-Башкир». Название форума «Башкирский народ для блага и процветания России». Одной из самых обсуждаемых тем стало проведение первого съезда Всероссийского союза башкирской молодежи. Отмечалось, что новая общественная организация создается с целью сплочения молодых башкир, проживающих в разных регионах России, и будет курироваться организацией «Всемирный Курултай-Башкир». В Зауралье приехали делегаты из районов Башкортостана, Оренбургской, Челябинской, Курганских областей, Республики Татарстан и Пермского края. Всего на заседании собралось около 500 участников. Темы и вопросы для обсуждения были разнообразны. К примеру, профессор по социологии Гафур Салихов выступил с темой глобализации и призвал башкир быть открытыми, изучать другие культуры и внедрять свои. Глобализацияға бүгін халық асылырға тиіш, бүгін халық дүнияға таралырға тиіш, һәм дүнияға өзінің мәдениетін, тілін, культурасын, білімін таратырға тиіш. Сегодня в городе Сибае проводим Всемирный Курултай-Башкир проводит свой форум. Основная задача форума является проведение семинарских занятий руководителей Курултаев районов нашей Республики Башкортостан, руководителей Курултаев регионов, соседних регионов нашей Республики Башкортостан в целом. И во-вторых, мы создаем сегодня 6 зональных Курултаев Всемирный Курултай-Башкир. Это зональный Курултай, это Сибайская зона, Нефтекамская зона, Белебейский, это село Малая, Салаватского района в этом направлении, центральное это Уфе и Стерлитамаки. Это даст нам возможность, допустим, активизировать нашу деятельность, чтобы они там свои отчитывались, там принимали определенные свои решения. Мы впервые в своей деятельности, первой деятельности Всемирный Курултай-Башкир, разработали положение Курултаев, района Курултаев, которые до этого никогда не было, на основании положения должны работать. Также мы разработали положение межрайонных, межрегиональных Курултаев в данном направлении. И главным моментом сегодняшнего форума также является, мы сегодня на земле Башкортостана впервые создаем Всероссийский союз башкирской молодежи. В полдень делегаты и гости города отправились на территорию коллективного сада номер 10, где вниманию жителей и гостей города был представлен традиционный для нашего города третий по счету турнир по конно-спортивным скачкам. Для выявления лучшего среди лучших съехали скакуны из Баймакского, Абзелиловского и Зянчуринского районов, а также с Челябинской и Оренбургской областей и Казахстана. Всего было намечено 5 заездов, на 1600 метров, в которых участвовали лошади 2 лет, на 2400 метров соревновались лошади 3 лет и старше. Заканчивали программу состязания на 6000 и 8000 метров. Мероприятие получилось масштабным и зрелищным. Посмотреть на заезды скакунов собрались не только любители данного вида спорта, но и простые граждане. Мне очень понравилось, и теперь даже самой захотелось прокатиться, попробовать, что это такое. Ну, участвовать нет, но смотреть даже интересно. Мы из Сибая пришли именно на скачки посмотреть. Понравилось очень, очень интересно. Обрадовались, что сибайский мальчик выиграл наш скакун. Далан выиграл первое место. Очень обрадовались. Ну, вообще все понравилось, так интересно, все так хорошо организовано. Было мне, например, понравилось.
По итогам 5 заездов в группе верховых пород до 2 лет первым пришел гнедой жеребец по кличке Юмор. В соревнованиях лошадей 3 лет и старше победителем стал гнедой Солдат Удачи. В забеге рысаков 3 лет и старше победу одержал гнедой Парламент. На дистанции 6000 метров самым быстрым оказался гнедой Мэрин Далан. Победителем самого длинного забега на 8000 метров стал караковый жеребец Любимчик. Среди наездников были не только парни, но и представители женского пола. Приехали в Сибай на скачки, пришли вторые. Чуть-чуть не дотянули, но на носу у нас еще скоро одни скачки. Надеемся, что мы там выиграем. Вообще, с детства я люблю адреналин. Не знаю, может поэтому, когда сидишь и чувствуешь под тобой такую груду мышц и сил, мне кажется, мне это не каждому, всем хочется такое испытать. Успехи всех участников были отмечены почетными грамотами. Победители заездов забрали кубки. Зрители остались довольны увиденным зрелищем и в благодарность наградили участников бурными аплодисментами. В 16:30 по местному времени мероприятие в актовом зале Сибайского башкирского театра имени Арслана Мубарякова переформатировалось под иную целевую аудиторию. Пока руководители межрегионального форума перебирались в Сибайский институт БГУ для обсуждения других рабочих вопросов, площадку в здании драматического театра заняла молодежь. Впервые о создании Всероссийского союза молодежных общественных объединений «Всероссийский Курултай молодежи Башкир» было объявлено во время форума «Башкирская молодежь приглашает друзей», проходившего в период с 25 по 26 июня в Баймакском районе у озера Графское. В минувшую субботу, 27 августа, в столице Башкирского Зауралья состоялся первый съезд молодежного форума. В нем приняли участие около 120 представителей из числа инициативной молодежи 8 регионов страны. Все участники прошли процедуру обязательной регистрации, после чего расположились в зале. В повестку первого съезда молодежного форума входило согласование официального устава нового объединения и утверждение состава исполнительного комитета. Полный свод правил и положений, устанавливающие порядок деятельности Конгресса башкирской молодежи, был зачитан с трибуны и единогласно поддержан присутствующими. Согласно его основным пунктам, учреждение Всероссийского молодежного союза носит цель развития и защиты прав башкирского народа, формирования патриотизма, исторической памяти и любви к своей родине, а также содействия укреплению мира, доверия и взаимопонимания между многонациональными народами Российской Федерации. Лидером молодежного движения был выбран Ринат Рамазанов, руководитель небезызвестной в республике этногруппы «Аргымак». Далее были рассмотрены предложения из зала, касающиеся отдельных организационных моментов, и в завершении все собравшиеся были приглашены посетить культурную программу мероприятий, подготовленную на Центральной площади. Здесь, вниманию гостей и жителей города, был представлен парад цветочных композиций, подготовленных коллективами всех образовательных учреждений города. Первоначально развернуться тематической выставке предстояло на территории площади, под открытым небом. Однако по причине непогоды композиции было решено перенести в коридоры торгового центра Зауралья, что послужило приятной неожиданностью для посетителей комплекса. Такого обилия декоративных решений им не доводилось видеть никогда. Главенствующая тема «Год кино в России». Веянием отечественного и мирового кинематографа были пронизаны буквально все представленные экспозиции. Кино – это целая вселенная, охватывающая жизнь не только человека, но и всего человечества в целом. А жизнь учителя – это прежде всего школа, это наша вселенная. Все букеты посвящены именно этой теме. И хочется перефразировать слова великого писателя, поэта Александра Сергеевича Пушкина и сказать о том, что если бы не было кино, то не было бы ни жизни, ни вдохновения, ни любви. Есть кино,
и возникают и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Эту экспозицию мы подготовили силами работников детского сада и родителями наших воспитанников. 2016 год – это год кино в нашей стране, и вот мы постарались отразить в наших композициях эту тему. Важнейшие события нашей страны. Наша композиция несет глубокий смысл. В своей композиции мы захотели показать, что во всем мире каждый год мы можем наблюдать одну и ту же картину. Что веселая, беззаботная, счастливая детвора на всех парусах несется к своему любимому учителю на День знаний. И такие моменты обязательно нужно запечатлеть, чтобы потом можно было всю жизнь окунаться в эти прекрасные мгновения. Праздничная программа, развернувшаяся на главной городской сцене, стартовала с подведения итогов общегородского конкурса по благоустройству городских территорий и торжественного вручения сертификатов на приобретение или строительство жилья по программе государственной поддержки молодых семей. Для вручения на сцену был приглашен первый заместитель главы администрации Ильфат Сафин. Возможность улучшить жилищные условия в этот день получили 9 молодых семей нашего города. Среди них семьи Кадыровых и Мышинец. Спасибо большое администрации города, что есть такая программа «Молодая семья». То, что помогает молодым семьям, это как бы очень хорошо. Мы очень-очень рады. Мы очень рады, мы очень давно ждали. Мы вообще большое спасибо главе администрации, что открыли такую программу, как «Молодая семья», что мы в ней поучаствовали. И наконец-то мы получаем этот сертификат. Наконец-то наша семья получит хотя бы маленький уголок. А как распорядиться планируете? Ну, мы хотели купить дом для нашей семьи, для нашей большой-большой семьи. Награждение победителей общегородского конкурса по благоустройству традиционно проходило в нескольких номинациях. Получить заслуженную награду на сцену поднимались руководители трудовых коллективов, учреждений официальной сферы и управляющих компаний города. Не обошли вниманием и достижения горожан в благоустройстве личных приусадебных территорий. По завершении официальной деловой части стартовал праздничный концерт, подготовленный творческой командой «Радио Юлдаш». Шутки ведущих легко находили эмоциональный отклик горожан, и настроение собравшихся не могли омрачить любые капризы погоды. Посмотреть концерт, нам чужие приехать, для нас это радость такая большая. Слушать, вот награждение смотрели тоже хорошо, приятно за молодых, порадовались, выручили им, видите, квартира будет у них. И смотрим от души вот концерт. Хоть и прохладно, вот попляшем вот так, и то хорошо. Ну, всех поздравляю с Днем Шахтера, с Курултаем. Отличное настроение. Кайф, вообще праздник крутой. Настроение, конечно, приподнятое, хорошее. Организация очень хорошая. Все красиво, весело. Погода только чуть-чуть подпортила настроение. Ничего, переживем. Хорошие артисты, молодые. Они у нас редко бывают. Мы с удовольствием слушаем.
В праздничном мероприятии принимали участие профессиональные и самодеятельные артисты из городов Сибай и Уфа. Кульминацией концерта стало выступление лауреатов международных конкурсов этногруппы «Аргымак».